с утра до вечера официально прям техника работает, гремит. Эмоции жильцов 39-го комплекса бьют через край. По их словам, стройка у них во дворе развернулась еще в марте. И там, где раньше была детская площадка, теперь вырастет крупное административное здание. Весь народ пенсионеров мы здесь гуляли. Каждый день, каждый день. И дети гуляли, вот, отдыхали, спортом занимались. Это уничтожение варварства. Абсолютно не знаем, какой уровень шума здесь будет и так далее. Мы считаем, что здесь напрямую ущемляются права наших жителей этого дома. Высота здания, согласно документам, составит почти 10 метров. Это 2 этажа. Жители беспокоятся, что оно лишит их квартиры солнечного света и загрузит дворы машинами. А во время строительства техника разобьет все местные дороги, уверены челнинцы. Вот я живу в 24-м подъезде на 1-м этаже. Через нашу арку КАМАЗы друг за дружкой, по 10 КАМАЗов в день, туда-сюда, туда-сюда. Утром встанешь, и стена перед тобой. Всю же жизнь это жили-жили, и раз сейчас жизни никакой не будет. Как стало известно, объект возводит индивидуальный предприниматель Эдуард Кузнецов, руководитель инжинирингового центра. Его компания занимается поставками промышленных инструментов. Мы связались с представителем Кузнецова. По словам Резиды Шерифулиной, строящееся двухэтажное здание будет использоваться компанией для собственных нужд. Внутри разместят выставочные залы, офисы, а также бытовые и технические помещения. По проекту на территории предусмотрено место для парковки, а значит, двор заставляться машинами не будет, уверяет представитель. Не должно быть проблем и со светом в окнах. Перед началом проекта были сделаны необходимые исследования, в том числе по пропуску солнечного света, это проект инсоляции. Данный объект не будет закрывать свет, есть официальная для этого экспертиза. Завершить объект планируют в ноябре этого года. На законных ли основаниях ведется строительство? С таким вопросом мы обратились в исполком. Запрос был отправлен еще на прошлой неделе. Ответ должен был поступить в течение 3 дней. Но он по каким-то причинам так и не был предоставлен. Тем временем законность стройки сейчас проверяет прокуратура. Прокуратура города Набережные Челны, по информации, опубликованной в СМИ, проводит проверку соблюдения земельного и градостроительного законодательства при строительстве выставочного центра с офисами рядом с жилым многоквартирным домом в 39-м комплексе. В настоящее время проверка не завершена. По итогам проверки при наличии основания будут приняты меры прокурорского реагирования. Удастся ли жителям отстоять двор? Мы будем следить за развитием истории. На время прокурорской проверки по решению исполкома строительство заморожено. Рамиль Галиуллин, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Набережные Челны. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.